Уфа снова в центре мирового хоккея. На этот раз в столице Башкортостана проходит турнир 5 наций среди юниорских команд до 17 лет. Кроме сборной России, на льду Уфа-арены сыграют также команды Швеции, Чехии, Финляндии и США. Для ребят это выпускной год, но на следующем сезоне они уже будут выступать среди молодежи. А вот кто пробьется в молодежный состав – еще вопрос. Именно поэтому этот турнир и интересен. Первыми в столицу республики прилетели юниоры из Швеции. Они прибыли в понедельник. Вы и ребята из команды уже бывали в России? Много ребят были в прошлом году на турнире в Альметьевске. Для них это второй раз, а для меня первый. Что знаете об Уфе и Башкортостане? Я буквально вчера искал информацию об Уфе на платформе Kahoot. Мы сделаем для ребят викторину. Знаю, что в Уфе живет больше 1 миллиона человек. Какие планы на первый день? Приедем в отель, пообедаем, а вечером у нас тренировка. Что думаете о погоде? Я живу в Венгрии, так что я прилетел из плюс 11, но погода не проблема. А уже вечером шведская команда вышла на лед Уфа-арены. Спортивное сооружение произвело на гостей хорошее впечатление. Главный тренер команды Андерс Эриксон взял на турнир сразу 7 новичков. Таким образом, состав можно назвать несколько экспериментальным. Со сборной России по своему возрасту шведы уже встречались и уступили. В штабе скандинавской команды назвали хозяев фаворитами турнира. Знают представители Швеции о том, что за Салават Юлаев выступает форвард из этой страны Линус Умарк. Мой первый вопрос не о хоккее. Что скажете о погоде? Да погода такая же, как в Швеции, только очень ветрено. Снег задувает прямо в лицо. Но ничего страшного в этом нет. Я обратил внимание на состав вашей команды, и мне показалось, что не все сильные игроки приехали, много новичков. Так ли это? Да, у нас 7 новичков. 2 парней забрали в команду до 18 лет. Есть кое-какие травмы, но я думаю, у нас сильная команда в любом случае. Что об арене скажете? Фантастическая, все супер, еда прекрасная, нам здесь очень нравится. Знаете ли вы, что Линус Умарк играет за Салават Юлаев здесь, в Уфе? Да, Линус очень известен в Швеции. Мы пытаемся связаться с ним, возможно, навестим его или он посетит нас. Это работа нашего менеджера. Посмотрим, что получится. Что скажете о первом сопернике, сборной России? Это очень сильная команда. Мы встречались с ними в Канаде. Они выиграли 5-4. После этого выиграли турнир в целом. Они очень сильны. Нам надо показать все, на что способны, чтобы справиться с ними. Они фавориты турнира 5 наций. А пойдет ли на игру Линус Умарк, еще вопрос. Пока еще не знаю, пойду ли я на матч. Вполне возможно. Поединок России и Швеции проходит в день его рождения. И в этот же день нападающий принял участие в мастер-классе с детьми-инвалидами, которые поздравили его уже в раздевалке. Юниорская сборная России прилетела в Уфу за день до старта соревнований. И только когда приземлился самолет, стал известен окончательный состав. В заявку на уфимский турнир вошли представители 15 хоккейных клубов. Максимальное количество по 3 игрока в состав сборной делегировали Санкт-Петербургский СКА и уфимский Салават Юлаев. Это вратарь Семен Визовой, защитник Денис Кадыров и форвард Никита Скоропад. Приехали с боевым настроением, ждем только победы. Насколько готова команда к этим соревнованиям? Команда полностью готова, прошли тяжелый сбор, серьезно подготовились, будем бороться. Что знаете о соперниках, которые будут играть здесь, в Уфе? Со всеми играли, всех знаем, все серьезные соперники. Чехи, финны, шведы, особенно американцы, очень сильные. Будем стараться бороться.
Главное соревнование для юниоров до 17 лет – это мировой кубок вызова, проходящий в Канаде. В 2001, 2012, 2018 и 2019 годах российские хоккеисты становились триумфаторами престижного соревнования. Помимо этого, сборная Ю-17 выступает в турнирах 5 наций, один из которых традиционно проводится на территории нашей страны. На этот раз в столице Башкортостана. Ну, когда нам поступило предложение вот это от Федерации провести здесь турнир, мы, конечно, как сказать, обрадовались очень этому. Это действительно такое знаковое событие. Ну, наверное, только там чемпионат мира или чемпионат Европы по рангу выше. Это такой серьезный турнир. Вот, ребята 2003 года рождения, это уже 17-летние парни, то есть такие достаточно уже близкие к взрослым. Вот. И что интересно очень, именно что все сильнейшие сборные, по сути, включая вот сборную Америки, так финны, шведы, чехи, наши. То есть такой очень серьезный и сильный состав участников. Для нас это, естественно, и для города, как спортивное событие, очень, и для Башкирии очень такое знаковое. И нам очень интересно будет увидеть именно вот этих ребят для развития именно нашей школы. Мы даже сделали при каждой сборной как бы прикреплены у нас тренеры из детской школы со своими воспитанниками. Они посещают и тренировки, будут посещать и игры, будут анализировать, как работают в других там странах с ребятами. И потом как бы все это на общее собрание будет выноситься, чтобы изучить вот этот материал, чтобы это нам на пользу пошло. Этой возможностью уже воспользовались с первых выходов гостей на лед. Так сборная Чехии провела своего рода открытую тренировку. Организация хорошая, плотность занятий очень приличные. Начали они, как говорится, единицы времени на раздумье, там больше не дадут, как говорится. Так и играют все сейчас, играют. Даже дети играют. Вот это подчеркнуть это можно. Все. Чехи всегда солидно выглядели, всегда, на всех уровнях. Команда Чехии вышла на лед в день прилета, и особое внимание коллектив уделил игре в большинстве и реализации опасных моментов. Но не стоит забывать, что все чешские команды сильны в обороне. Всегда такие тяжелые матчи выигрывает оборона, поэтому мы тоже работаем на обороне и думаю, что качество игроков не так, как сказать. Американцы очень хорошие игроки, поэтому мы должны на это готовиться. И наша система приготовлена на эту игру. И думаю, что ребята настроились для этого и покажут свой характер. Фаворитом турнира считается сборная России, которая последний раз выигрывала золото этого состязания в 2016-м в США. Перед стартом турнира решили поработать над выходом из своей зоны. Команда проходила подготовку в Новогорске и сейчас должна находиться в оптимальной форме. Главное, конечно, это победа в каждом матче. И второй момент, нам нужно проверить этих ребят, которые влились в нашу сборную. То есть мы 50% игроков привезли новых. И хотим их проверить на таком значимом турнире. Посмотрим, обороняемся, потом посмотрим, если есть время, конечно, мы будем атаковать. Да? То есть все время мы хотим, то есть наша тактика подразумевает в том, чтобы мы больше играть в атаке. Но в своей самой лучшей форме должны находиться вратари российской команды, в том числе голкипер из уфимской хоккейной вертикали Семен Визовой. До начала турнира было неизвестно, кто станет основным стражем ворот нашей сборной на турнире. Но публика из столицы Башкортостана наверняка хотела бы видеть именно этого вратаря. Все равны. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Все равны. Тогда за счет чего ты будешь выигрывать у своих равных по силе конкурентов? За счет старания. Может быть, за счет какой-то удачи и везения природной публики играть? Удача, да, конечно, она существует, помогает иногда. И за счет болельщиков. В состав сборной на уфимский турнир 5 наций вошли еще двое игроков системы Салавата Юлаева. Это защитник Денис Кадыров и нападающий Никита Скоропад. Результат мы будем оценивать, когда они уже отыграют, как они себя покажут на этом турнире. То, что вызвали их и на сбор, у нас и больше было количество. Двое у нас, к сожалению, по болезни выпали, двое парней. Пока трое вроде бы в обойме сборной, я не знаю, как на них будут рассчитывать. Вообще для них тоже дебют в сборной будет, для наших ребят. Мы надеемся, конечно, что они там покажут себя с лучшей стороны.
Открыли уфимский турнир наций США и Чехия. Начало игры напомнило матч звезд. Шайбы влетали в ворота примерно каждую минуту. При счете 2-2 соперникам удалось взять защиту ворот под контроль. Очень неудачную игру провел голкипер чехов Томаш Суханек. В итоге тренеры все-таки решились на замену вратаря во втором периоде. Но счет был уже 6-3 в пользу американцев. Деморализованные чехи не смогли прийти в себя. Окончательный счет 7-3 в пользу США. Лучшим игроком матча в составе победителей стал защитник Эйдан Грищук. Мы очень долго сюда добирались, но, к счастью, это не отразилось на игре. Что касается чешской сборной, то это открытая и быстрая команда, очень хорошая. Вас признали лучшим игроком матча. Какие чувства? Конечно, я очень рад и воодушевлен. Мне приятно. В четверг турнир пяти наций продолжится. Днем шведы сыграют со сборной США, а вечером Россия сразится с Финляндией.